О самых заметных событиях четверга, 28 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Россия стала еще ближе к своему экономическому партнеру Китаю. Торжественно открыли железнодорожный мост между странами. Местное, а значит натуральное и вкусное. Расскажем о производстве агрохолдинга «Туймада» в условиях санкций. Безопасный город, круглосуточный мониторинг обстановки ведут в Ленском районе, что дает система. Комфортная городская среда. Нерюнгри вновь голосует за благоустройство общественных пространств. Прикоснуться к материальной и духовной культуре народа Саха. Отдел якутской литературы появился в столице Дальнего Востока. Россия стала еще ближе к своему экономическому партнеру Китаю. Завершено возведение первого трансграничного железнодорожного моста через реку Амур. Старт движению со стороны России дал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Подробнее расскажет Кристина Якупова. Строительство шло одновременно с двух сторон. И вот российская часть полностью готова. Инфраструктурный проект международного значения реализован на территории Еврейской автономной области и провинции Хэйлунцзян в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем. Общая протяженность построенного объекта на российской стороне 5272 метра. Общая длина уложенных путей 24 145 метров. Мостовой переход железнодорожный между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой построен. Объект строился в сложных природно-климатических условиях. Несмотря на это, построен на 5 месяцев раньше срока. Мост, связавший Россию и Китай, изменит экономику всего Дальнего Востока. Даст новый дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества. Обеспечит быстрый и надежный экспортно-импортные поставки любых грузов, от потребительских до сырьевых, что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Оборот может составить более 5 миллионов тонн в год. Это часть большой работы, которую проводит правительство Российской Федерации по развитию транспортных коридоров в восточном направлении. Давление, которое осуществляется недружественными странами, усиливает напряженность международной обстановки, разбалансирует мир. Развитие экономической связи с Китаем, с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет нам создать основу для стабильности и мира в этом регионе. Это очень важно сейчас. Полноценный запуск моста ожидают в течение месяца. Теперь дело за китайскими партнерами. Переход через Амур – это не только мост, но и целая сеть объектов транспортной инфраструктуры. На российском берегу реконструирована станция Ленинск-1, построена новая станция Ленинск-2. Большой комплекс железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска, позволяющий принимать и оформлять грузы, а также почти 5-километровый подход к мосту. Кристина Якупова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Тем временем Айсен Николаев провел рабочую встречу с генконсулом Республики Узбекистан в городе Владивостоке. Глава региона выразил благодарность гостю за приезд в Якутию в дни празднования векового юбилея республики и отметил расширение делового сотрудничества. Так, по итогам прошлогоднего визита делегации Якутии в Узбекистан компания «Якутоптторг» подписала долгосрочные контракты на поставку овощей. В настоящее время идет работа над соглашением между правительствами Якутии и Узбекистана о международных связях в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В первую очередь я хотел поздравить весь братский народ Якутии со всеми знаменательными датами. И хотел пожелать, пользуясь случаем, благополучия, развития и успехов нашим друзьям. И сегодня вот встретились с Айсеном Сергеевичем. Несмотря на его плотный график, поговорили, обменялись мнениями. У нас развитие с Республикой Саха-Якутия и Узбекистаном началось после открытия Генерального консульства в 2019 году. И оно уже
потихоньку набирает обороты, так скажем. Начали с культурно-гуманитарного направления. Сейчас уже идет развитие в торгово-экономической сфере, в том числе сегодня мы разговаривали по ювелирному также направлению. Поэтому будем только наращивать наши отношения. И как отметили, что такая пауза образовалась из-за всем известных событий, пандемии коронавирусной. И вот впредь договорились больше, быстрее наращивать наше сотрудничество в различных сферах. Представители власти и эксперты обсудили приоритеты и механизмы воспитательной работы молодежи. Разобраны 5 вопросов на сессии Ленского клуба. Айсен Николаев обозначил важность патриотического направления в России. Глава рассказал о проводимых в регионе мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание. По его словам, за последние годы число активных молодых участников существенно увеличилось. Так, якутские школьники первыми в стране начали исполнять государственный гимн перед занятиями. Указ был подписан Айсеном Николаевым в 2019 году. Также глава напомнил, что некогда республиканский конкурс видеороликов «Смотри, это Россия» приобрел федеральный статус. Безусловно, крайне важно обсудить это в текущем общественно-политическом контексте. Мы понимаем, что современная ситуация ставит новые вызовы и новые возможности для нашего общества. Вот мы с точки зрения социологических исследований видим, что сейчас для многих, действительно, особенно для молодежи, проявляется такое восприятие, связанное с тем, что освобождаются ниши, уходит государственная регуляторика, создаются дополнительные меры поддержки. И для меня это такое, в широком смысле, время пассионариев, для всех инициативных. Идите, дерзайте, создавайте, креативьте, реализуйте свои идеи в самых разных сферах. И государство и на федеральном и региональном уровне и поддержит. Местное значит натуральное и вкусное. Именно такими принципами руководствуются практически все местные производители продуктов. На производстве побывал мой коллега Иван Лазаренко и все увидел своими глазами. Нерюнгринская птицефабрика, Хатасский свинокомплекс, кладовая Алекмы, конезавод Берте, экоферма Туймада, производственный комбинат Туймада и столичный крестьянский рынок. Все эти предприятия объединяет одно. Каждая из них является важной частью большого агрохолдинга Туймады, который предлагает жителям республики вкусную и полезную продукцию. Ассортимент нашей выпускаемой продукции – это более 100 видов наименований продукции. Все сырье у нас является местным, натуральным, экологически чистым. У нас основные поставщики, получается, сырье Нерюнгринской птицефабрики, Хатасского свинокомплекса и экофермы Туймады. Производственный комбинат был создан в 2020 году. Основные виды деятельности – это мясная переработка, молочная переработка и овощная переработка, которая носит сезонный характер с октября по декабрь. Главным преимуществом является полный производственный цикл, благодаря чему предприятие функционирует практически не оглядываясь на экономические санкции. Вот эти санкции на нас отразились. Это, во-первых, удорожание цен на вспомогательное сырье, те же самые упаковки, специи, так скажем, там, дезинфицирующие средства и так далее. Мы ищем от импорта замещения российские аналоги. Это, во-первых, конечно, цена и качество. Мы эти вопросы прорабатываем. Агрохолдинг Туймада – это замкнутый цикл производства, начиная от растениеводства, так сказать, кормопроизводства, животноводства и заканчивая, конечно же, нами, это переработчиками. Если цех мясной переработки – это полуфабрикаты, такие как пельмени, котлеты, шашлык в маринаде и многое другое, то цех молочной переработки – это кисломолочные продукты, натуральное молоко, высокожирные сливки, йогурты с фруктовым наполнителем, обезжиренный кефир и не только. Мы сейчас начали реализовать молоко питьевое в сыром виде, получается. Свежее молоко, то есть вчера выдоили, сегодня уже как бы в прилавках она уже находится. Сейчас люди только узнают, получается, только привыкают, и с каждым месяцем, получается, у нас объем увеличивается значительно. То есть люди не покупают там восстановленное молоко, люди сейчас начали думать о правильном питании, о здоровом питании. Перед попаданием на прилавок вся продукция, естественно, проходит строжайший лабораторный контроль. Ну а что касается планов, то, несмотря на экономическую ситуацию, планов у производственного комбината множество.
С каждым годом у нас планы все повышаются. Это вот, начиная с 2020 года мы производство увеличили практически в 3 раза. В этом году тоже наращиваем, ну, хотим еще больше развиваться. Хотим открыть колбасные цеха. Ну, помимо этого, у нас вот именно в части продукции, вот у нас горожане очень радуются, то, что у нас натуральная местная продукция, без никаких консервантов, без никаких добавок. Это, так сказать, ну, составляет именно продовольственную безопасность нашего города и республики в том числе. Ну а это, согласитесь, очень важный момент. Иван Лазаренко, Семен Семенов, Якутск. Якутских предпринимателей санкционное время – отличная возможность занять свободную нишу для местных производителей. Так, предприниматель Вячеслав Решки утверждает, в настоящее время их предприятие не только не испытывает трудности с закупкой и сбытом товаров, но и планирует расширение компании. Помогает бизнесу и правительство региона. Сегодня Вячеслав тесно работает с Министерством предпринимательства, благодаря чему цены на предоставляемые компанией товары удалось сдержать на прежнем уровне. Мы хотим расширяться, потому что наши клиенты, конкретно в моей компании, это вот рестораны, гостиницы, да, туристический бизнес. И, соответственно, мы видим, как государство вливает в эту сферу туризма сейчас деньги, как активно везде об этом говорят. И мы тоже хотим участвовать в развитии Якутии в плане туризма. Я сам являюсь председателем совета по туризму города, и поэтому не понаслышке знаю, сколько проблем у туристов сейчас в городе, и сколько можно сделать, и сколько делается уже государством. Дважды в год служба судебных приставов проводит акцию «Права и долги». Специалисты службы выезжают в центры «Мои документы», где проводят работу с гражданами. У приставов можно узнать о наличии долгов за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, кредиты и так далее. Также судебные приставы проводят консультации, разъясняют права и обязанности должников, меры поддержки сторон, рассказывают о способах погашения задолженности и получения рассрочки или отсрочки платежей. Гражданам напоминаем о том, что о наличии задолженности можно узнать с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП России по Республике Саха-Якутия. Также на сайте можно подать заявление в электронной форме и записаться на прием к судебному приставу. В Ленское отделение УМТС в навигацию планово поступит 51 тысяча тонн аммиачной селитры. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Закупать материал в таком объеме планируют 3 года, а на предприятии расширяют территорию хранения. Аммиачную селитру «Валроса» используют для открытых горных работ на кимберлитовых трубках. В компании с 2018 года переходят на безопасные взрывчатые материалы, эмульсионные. Для этого увеличивают количество компонентов селитры, соответственно, и площадь хранения. Теперь на складской территории поместится в 2 раза больше взрывчатых веществ – 38 тысяч тонн. У нас срок получается 22 год, и частично мы уходим в 23 год. Это вот монтаж дорожно-строительных плит будет осуществляться на следующем году. Мы посмотрим на грунты, как они себя ведут в этом году, то есть как будет эксплуатироваться склад, и дальше работа будет также спланирована на 23 год. А в Ленском районе работает система видеонаблюдения. Это часть комплекса «Безопасный город». Камеры установлены на территории всего Ленска, а также в поселках Витим и Пеледуй. Что дает эта система, узнавала Светлана Болеева. 58 камер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» позволяет вести круглосуточный мониторинг обстановки как на общественных территориях, так и на перекрестках дорог. Надо сказать, что все они сегодня находятся под видеонаблюдением. В этом году камеры появились в поселке Витим и Пеледуй. Эта система несет в себе функцию мониторинга за безопасностью дорожного движения, за безопасностью в различных точках населенного пункта, где у нас находятся социально значимые объекты, либо такие территории, где большое скопление населения. Уже известно о ситуациях, когда камеры наблюдения помогли установить злоумышленников и мелких хулиганов. Инцидент у памятника «Вечный огонь», разбитый фонтан на площади, испорченный кран на набережной и масса подобных. Также у нас был случай на улице Победы. Нерадивый водитель совершил наезд на остановку, снес ее и скрылся с места происшествия вместе с автомобилем. Также видеокамера дала возможность вычислить правонарушителя, и также были взысканы деньги. За эти деньги мы это имущество восстановили.
Подобных случаев не пересчитать. Хулиганят даже дети. После реконструкции городского парка видеонаблюдение было установлено и там. А контролировать ситуацию можно по мониторам из Дома культуры. И даже по громкой связи делать замечания тем, кто нарушает правила или портит городское имущество. Были такие случаи. У нас дети часто залазят в фонтан, который летом работает. И по громкой связи всегда тут наш на вахте работники предупреждают их, чтобы они не лазили туда. То есть удается урегулировать ситуацию, да? Конечно. Очень помогает в этом деле. Сегодня большая часть города находится под видеонаблюдением. Установлены камеры и в отдаленных микрорайонах. Их сеть постепенно будет расширяться и дальше. В преддверии паводка выведены дополнительные на акваторию реки. И жители с волнительным моментом прохождения реки смогут наблюдать онлайн. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Улучшить качество городской среды может каждый житель. В 2017 году Нерюнгри впервые стал участником федеральной программы формирования комфортной городской среды. Главная задача – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. 15 апреля началось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Продолжит Ирина Жданова. Процедура голосования нерюнгринцам уже хорошо знакома. Благодаря ей в городе появились новые общественные пространства. Это сквер строителей, сквер матери и ребенка, территория в районе школы номер 2 и центральный парк. Благодаря рейтинговому голосованию некогда заброшенные зеленые зоны превратились в места притяжения и отдыха для детей и взрослых. Появились новые архитектурные формы, игровые комплексы и даже любимые фотозоны. В этом году нерюнгринцам предлагается выбрать 2 объекта для благоустройства. Это всесезонный парк Амикан и сквер Западный. В Амикане фишка в том, что он именно направлен на туризм. И, можно сказать, даже можно включить в него промышленный туризм и своей идентичностью. Очень интересное название и очень большая история. Идея в том, что много национальностей собралось, и это воплотило в такой парк. И интересные архитектурно-планировочные решения парка. Качественное благоустройство возможно только при участии граждан. В связи с этим главная задача проекта заключается в том, чтобы сделать так, чтобы у каждого жителя старше 14 лет была возможность повлиять на развитие городской среды. Такая платформа призвана сделать процесс участия в такой работе максимально простым и доступным. Для того, чтобы проголосовать, необходимо пройти на сайт 14городсреда.ру, выбрать город Нерюнгри и из прилагающего списка выбрать ту территорию, за которую вы хотите проголосовать. Их всего представлено 2 территории. Это сквер Амикан и сквер Западный, который будет располагаться около 18-й школы. Проголосовать можно в период с 15 апреля по 30 мая. Результаты будут объявлены после 30 мая. Какая территория наберет наибольшее количество голосов, она будет поддержана средствами из федерального бюджета для реализации этого проекта. Только благодаря совместной работе и неравнодушному отношению можно сделать свой город красивым, с новыми достопримечательностями и местами для отдыха. Главное – не оставаться в стороне. Ирина Жданова, Захар Головин, Сергей Козюра, Нерюнгри. Отдел якутской литературы торжественно открыли в столице Дальнего Востока. Во время открытия каждый желающий смог соприкоснуться с материальной и духовной культурой народа Саха. Мероприятие организовали к столетию республики. Подробности далее. Библиотека имени Горького обладает внушительной коллекцией якутской литературы, включающей издания художественной, исторической, общественно-политической и научной литературы. Отдельным блоком выделена литература на якутском языке. Этот совершенно дружественный, прекрасный и высокий шаг, который делает якутское представительство здесь, открывая действительно на базе нашей библиотеки сектор якутской литературы, это опять-таки вызов нашему с вами миру, в котором так заявлены все эти дегуманизационные, все эти расстраивающие гармонию общего мира процессы сегодня. Цель открытия отдела якутской литературы – дать доступ к уникальной информации, которая раскрывает историю, культуру, традиционные ценности и уклад жизни Якутии в разные года. Книги будут способствовать получению новых качественных знаний, духовно-нравственному воспитанию, расширению кругозора и компетенций.
Постоянное представительство подарило библиотеке книгу «Трехтомник. История Якутии», где представлена история республики с древнейших времен до начала 21 века. Данная книга была выпущена к юбилейной дате столетия якутской автономии. В первом томе изложена древнейшая история республики, начиная от каменного века до позднего средневековья. Второй том охватывает исторический период 17 по конец 19 века. Третий том – 20-й, начало 21 века. Исследование максимально приближено к современности завершено 2015 годом. Якутия – великолепная страна с точки зрения природы, особенностей жизни людей. Мне довелось бывать в Якутии много раз. И не только в Якутске, и в других районах. Я хочу сказать, что, конечно, это замечательная страна со своими природными особенностями. И несмотря на то, что она с очень суровым холодным климатом. На торжественном мероприятии собрались партнеры и друзья по спредству. Со многими из них сотрудничество насчитывает уже 30 лет. За вклад в развитие Якутии государственных деятелей наградили знаком столетия образования Якутии и знаком 30-летия постоянного представительства. В завершении студенты из Якутии, обучающиеся во Владивостоке, поздравили музыкальными номерами. Лидия Гасанбалаева, Станислав Михайлов, Владивосток. Поэму «Мистерию» и они продолжили «Творение мира» представят на стадионе «Триумф» завтра. Постановка посвящена празднованию столетия ЕССР. Это первый театральный проект, в котором заняты все учреждения культуры столицы и детские, юношеские танцевальные ансамбли. Всего на сцене появится 1750 человек. Действие постановки разворачивается в период освоения Сибири и Дальнего Востока со времен жизни Элея Ботура и Александра Невского. А центральными фигурами представления станут известные исторические деятели Якутии – Максим Амосов, Платон Аюнский, Сидор Барахов и Степан Горжаков. Но главное здесь молодежь. Это почти 90% участников детишки, младшее поколение, юные люди и молодежь. Вот. Это очень важно для нас, поскольку когда молодежь приобщается к истории и через такие массовые представления, исполняя роли разных персонажей того времени, то, конечно, это для них становится очень важным. За каждым нововведением стоит развитие. В Якутии стартовал конкурс российского движения школьников «Навигаторы детства». Перед школами стоит задача максимально включиться в проект. «Навигаторы детства» – это открытый конкурс Минпросвещения России. Отбирают кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Например, кандидат в советники директора Саха-Корейской школы Евгения Ким не первый год занимается воспитательной работой. Я являюсь кандидатом на должность советника директора по воспитательной работе и собираюсь подавать заявку на участие в конкурсе «Навигатор детства». Что я ожидаю от проекта? Да? Я вижу, что это отличная возможность организовать воспитательную работу в школе, потому что сейчас каждая школа работает как бы по своему плану, плюс еще город спускает какие-то мероприятия, потом республиканские мероприятия добавляются, а этот проект дает возможность нам всем работать под одним крылом, в одном направлении. И, конечно, в первую очередь мы будем защищать интересы ребенка, работать ради детей. Алданские дошколята померились силами в районном шахматно-шашечном турнире. Фестиваль театральных миниатюр среди детских садов проводит ежегодно. В этот раз на шахматных досках сражались коллективы 13 дошкольных учреждений. Всего в конкурсе фестиваля, проходившем в дистанционном формате, приняли участие 120 ребят. Победы и поражения, разгром и заключение мира за считанные минуты на шахматном поле. Возможно, невероятное. В миниатюрах дети представили историю возникновения интеллектуальных игр, а в партиях показывали простые и сложные комбинации. Я назову эту игру шахматы, а ты, мудрец, научишь играть в эту игру всех моих придворных. Да, мой господин. Отныне моя любимая игра – шахматы.
Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.